сначала мы надеваем вот эту маску. Маска для сна, для более такой непроницаемости света. Так, и вот после поверх этой маски одеваем еще защитные очки. Это уже для полного погружения. Очки затемненные. Так, насколько комфортно? Хорошо. Эти очки, да, они полностью затемненные. Маска для того, чтобы окончательно. И для комфорта лучше человеку самому закрывать глаза. То есть не держать их открытыми для более полного погружения. И когда человек попадает в эту темноту, он должен для начала почувствовать свое тело. Поэтому можно сделать пару шагов назад, вперед. Как вы ориентир? Насколько ощущаете? Нет, какой ориентир. То есть насколько понятно, где дорога, где что слышите? Дорога там, слева, справа музыка. Что еще ощущаете? Слышите? Ветер. Сзади сейчас слышно, как бьется ливневка с крыши. Также еще спереди есть. Спереди слышно, сзади нет. Некоторые брусчатки впали. Ну да, есть такое. Вот эти стыки между плитками. Мы дошли до часовни. Высокой часовни. На высоте у нее находится колокол. Сейчас мы зайдем в... У нее есть арка небольшая. При этом очень интересно, можно обратить внимание, что здесь некоторые большие уложены. Да, здесь почему-то поменьше. При этом немного гладко вот на этом уровне, по-моему, отличается, чем даже выше. Вот насколько ощущается, что это все-таки старый камень. Перед тем, как снимаем маску, мы закрываем глаза, чтобы не было резкого давления на глаза света. То есть теперь снимаем аккуратно маску. Можем открыть глаза, поморгать, пока не сняли маску для сна. Вот. Потом опять закрываем глаза, снимаем маску для сна. О, уже ярко. И прикрываем ладошками. И можно сквозь пальчики так чуть-чуть. То есть не резко, чтобы постепенно. И лучше смотреть вниз. Мне даже ярче стало. Другие краски. До этого все было каким-то серым. Бордовый, несмотря на дождь, и бежевый. Очень классно. Как будто перезагрузилась.